Никто не забыт, ничто не забыто. В преддверии празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне в Цивильском и Мариинско-Посадском муниципальных округах состоялось чествование ветеранов. В исполнении военного оркестра управления Росгвардии по Чувашии прозвучали знакомые всем песни «День Победы», «Смуглянка», «Первым делом самолеты» и «Катюша». Ну а кадеты Цивильской СОШ номер 2 прошли торжественным маршем. Все присутствующие пришли поздравить участника Великой Отечественной войны Ксенофонта Васильевича с наступающим Днем Победы. В ряды Красной Армии его призвали осенью 43-го года. Тогда ему не исполнилось и 18 лет. Домой чувашский парень из Байгеева вернулся с медалью за победу над Японией. Сколько народу тут пришло. Я удивляюсь даже. Молодое поколение тоже берет пример со старших. Вот. Я думаю, что они не подведут. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны состоялось и в Мариинско-Посадском муниципальном округе. Когда началась война, старших друзей Михаила Яковлева отправили на фронт, а самого направили на учебу в Ижевск. В 43-м году его отправили на фронт на Смоленщину, откуда он дошел до Германии. Награжден медалью за победу над Германией. Мы приехали поздравить вас с наступающим великим праздником, с Днем Победы. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Поздравили и Татьяну Кириллову. Весной 42-го года ее призвали в 564-й авиационный истребительский полк. В 44-м году по состоянию здоровья получила долгосрочный отпуск и вернулась в Мариинский Посад. За проявление смелости и отваги в боях Татьяна Кириллова награждена медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом году Татьяне Кирилловой исполнилось 100 лет. Она является для нас знаком победы, мужества. Мы очень удивились, что сказали, что ей из ее села одной привезли повестку. Мне кажется, когда я привезла, она была как-то удивлена очень, тем более то, что она одна пошла. И хорошо, что она не испугалась и все-таки пошла, ведь она даже не знала, что, как там делается. Она женщина все-таки. Ветераны поблагодарили гостей за заботу и внимание к старшему поколению и за то, что не забыли их подвиг. Милена Алексеева, Анастасия Ковалева, Республика.